Привет, ребята. Какова погода, да? Ах, весенняя погодка, ребятки. Минус 14, небольшой морозик с ветерком, но солнце, ребят, уже прям крутое, уже весеннее. Сезон черных морд открывается. В общем, ребят, что у меня сегодня рыбалочка нарисовалась, так сказать, незапланированная. Корешочек, тезка, будешь смотреть, большой привет тебе. Позвонил вчера, в общем. Андрюха, говорит, живцов наловил, а сам не поехал. Забирай. В общем, я вчера забрал. Позавчера, точнее. Живец хороший, елец такой четкий. Блин, думаю, надо что-то делать. И вот буквально на днях, ну как на днях, крайняя рыбалка была у нас на озере. Кто смотрел, тот видел, что озеро задыхается. Прям живец там мрет. 3 часа и живец начинает задыхаться. Очень плохо с кислородом. А я сегодня решил, ребят, попробовать выставиться на таежной речке. Небольшая река, где вот именно живца ловлю и выезжаю по жерлицам. А почему бы здесь не попробовать? Есть у меня тут кое-какие точки, так скажем, зарисовочки. И вот выставим что. Сегодня целый день будем на природе. Ну, вернемся домой. Возможно, оставлю с ночевкой. Вот, в общем, такие дела. А что нет, ребят? Щука есть. Ну, не крупная, 1-1,5 килограмма. Ну, поклевки должны быть. Если мы все точно поставим как нужно, то, мне кажется, да. Как раз остановился. Здесь ручей. И смотрю, куда буранка уходит. Я в эту сторону в этом сезоне вообще не ездил. Снега много. Снег уплотнился. Была оттепель. Вот пошли заморозки. Ну, кайф, ребят. Погода кайф. Так что, выставимся, ребят. Возьмем 3 места, наверное, здесь, недалеко. Потом чуть дальше и еще одно место. Ну, я там пробовал, ставил, были сработки, была рыбалка когда-то. Так что, почему бы и нет. Дело к весне уже. Сейчас, тем более, была оттепель неделя. Мне кажется, все равно должно что-то зашевелиться. Да и живец, что, ребят, пропадать. Добру, так скажем. Прокатимся, насладимся природой. В общем, кайф. Погнали. Ах, погодка. Время, конечно, уже, ребят, 9 утра, но как бы рано. Я не рвался. Туда-сюда. Дела дома сделали и погнали. На солнышке уже, ребят, черный цвет тает. Солнце весеннее уже. Поехали, что? Ну, буранка какая-то есть. Кто-то катался. Так, только она в другую сторону, а мне надо в другую. Нам нужно туда. Так, где-то тут прокатчик должен быть. Спуститься мне. Тут, что ли? Или вот тут. Или вот тут. Это тут, да? Вот тут надо было чуть, да? Ага. Ну, в общем, вот это местечко, ребят. Так, есть водичка. Понятное дело, перекат. Есть водичка. Ну ничего. Вот как-то с этой бровки
перекат, надо спуститься. Первая точка. Да, ребят, херовая была затея. Там воды, оказывается, блин, килограмм, блин. Немножко пришлось побуксовать. Ну, выехал. Так как минус, надо, ребят, сразу этот снег почистить. Иначе пристынет потом. Выскочил на буранку. Блин, под берегом сразу там воды очень много. А на середине воды нету. Блин. Как-то так. Ладно, что, бывает. Снега много, надавило. Вот это я залетел, в себя поверил. Снега-то нормально, порядком уже. Я что-то ходом. Тут где-то вот заезд такой между кустами должен быть. Летом обычно там рыбачат на удочку. Я что-то раз, видать, промахнулся. Вон там спуск более пологий такой. А я что-то боком и сюда нырк и на лед. Думаю, на лед-то уже развернусь, потому что здесь-то негде. Там вода. Давай туда выкарабкиваться. Натоптал себе дорожку и на подъем. А тут жесткий подъем, ребят. Сразу такой вертикальный. Я туда ушел. Там тоже обрывы. Подняться некак. На реке вода. И давай боком вот тут через кусты. И вот так выполз. Нормально. Сразу до буранки почистился. Вроде нормально. Короче, блин, полчаса потерял. Сходу тут, блин, надо бы посмотреть нормально. А тут, видите, такие вот овраги большие. И как бы я что-то раз смотрю овраг, я его объезжаю и сюда ходом захожу. Блин, снега-то вообще нормально. Тут такой надув по грудь. Я ушел туда. Ну, мне быть пришлось выходить на лед. Ну, это нормально бывает. Ну, все хорошо. Ладно, почистился, потому что морозик. Блин, там воды, конечно, кошмар. Не знаю, ставить там, ребят, не ставить, жалится. Наверное, поставим все равно. Да, вот это я залетел тут, блин, на абордаж. Так, жерлички. Шуруповерт. Надо было хоть лыжи взять, блин. Погнал я, блин, ходом. Блин, вон, смотрите, какой надув, ребят. Ё-моё, блин, а. Как потом подниматься тут? О, блин. Утонул, блин. Как-то надуло тут и хорошо. Блин. Я там еще расцепился. Как подняться-то потом, блин. Обратно тут дорогу. Сейчас натопчу. Это да, блин. Вот это да. Фу, ребят, весь мог, блин, пока барахался там, блин. Вот там снега, вот так. Я нырк. Вот я выскочил, ребят, сюда.
Хопа ходом, смотрю, вода. Давай назад. А сам понимаю, что здесь возле берега еще больше и больше ее. И ничего не оставалось, как вот в 3 раза зашел в подъем, накатал дорогу себе и выскочил. А там-то уже не могу. Плюс еще забита гусянка. Короче, такие вот капканы. Сложно. Ну, я имею в виду на снегоходе, если вот. Все равно, как-никак, здоровья хватает. Я ее могу немножко задрать, приподнять снегоход. Если так завалишь, все, считай, хана. Шикарное место. Под той стороной яма, причем не маленькая такая. Вот, березняк такой. Я когда-то вот там ночевал, в этих березах. Вот, ждал лодку. Парня ждал. На той стороне оказался. Весна, переплыть никак, перейти. Ждал лодку, а он не приехал, я ночевал там. Вот, и вот до поворота, ребят, там уже перекат. Вот отсюда хочу начать. Вдоль бережка и туда уйти. Не знаю, что получится. Погнали. Вода здесь, конечно, плохо. Лед везде здоровый. Хочу сразу глубину посмотреть. Правильно, неправильно. Но тут ямка, и там дальше должно быть меньше и меньше. Так что сразу первую посмотрим. В принципе, нормально, ребят, то, что нужно с подо льда. Чем меньше, тем лучше. Давай, подруга. Так, придется закапывать. По-другому никак. Да, ребята, воды, конечно, по бане здесь. Сейчас еще лунки сделаю. Вообще затопит завтра. Ну ничего, потихоньку. День длинный. У меня перекус есть с собой. Так что чай как-нибудь потихоньку выставимся, да и все. Завтра-то уже что, с проверкой попроще. Дорога хоть будет. Только я сейчас понимаю, что по реке-то я не пойду. Блин. Возле переката везде такая хрень. А тут сейчас перекат, там потом вообще брод. Придется по лесу идти. Раз, два, три. Прямо у лунки будут, ребят, стоять. Прямо у луночки будут стоять. Даже немножко спустим.
Не успел, ребят, доставить комплект, потому что я пошел, хотел все вниз идти, но там уже берег, капитальная мель, сантиметров 10 подо льда. Думаю, ладно, пойду я в ту сторону. И что-то поворачиваю, смотрю, у меня загар, ребят. Смотрите. Загарчик. О, мотает, ребят. Полная вымотка. О, мелкая щука, ребят. Чурогайки. Ну, заходи. Вот это щур. Вот это щур стоит тут. Вот такая щука, ребята. Не успел доставить. Блин, глубина здесь вот такая, ребят, с-подо льда. Вот дальше я пошел, еще меньше. Там лед вообще маленький. Может, сантиметров 25. Перекат, потому что. И там уже все, бурю и сразу песок. Не знаю, обычно еще вот туда уходили, ближе к берегу. Ну там промойные такие, все под снегом. Что, мать, мне с тобой делать-то? Заглотила еще, зараза. Не знаю, будут жить, не будут. Вроде как не сильно потревожил. Ну, щучка, значит, есть. Только, говорю, мелкая, блин. Максимум килошка, полторашка. Вот такая щука. Полностью вымотал. Ну все, вроде, ребят, заполз. Все, давай, родной. Вывози меня отсюда, с этого бархана. Такие овраги, блин, лишь бы вот не попасть в какой-нибудь овраг заново. Потому что там надувы жесткие. Не хотелось бы. Так-то по целику он прет, красава. Вопросов нету. Просто одни эти болотины такие. Надо аккуратно выехать. Спокойно и все.
что-то такое сидит здоровое. Филин, ребята, здоровенный, бляха-муха. Вот это кабан. Вон, смотрит, смотрите. Вот это матерый, блин. Это не сова, это филин, блин. Здорово, брат! Похрена ему. Смотрите, какая туша сидит. Я таких давно не видел. Брат! Эу! Какой-то помятый, весь побитый. Вот это кабан. Да, друзья, есть спуск на реку. Но мне кажется, местами там давануло капитально. И буранка пошла в лес. Пойдем мы тоже лесом. Хоть и подлиннее, но зато такие просаки неохота попадать. Вот это кабан сидит, ребята. Здоровющий. Это филин, это не сова нифига. Ну может и сова, но блин такая здоровая. Это, конечно, скорее всего филин. Кстати, спрашивали, что там за Андрюха на шее. О, кто-то еще жужжит. Догоняет. Ладно, ехаем. По лесу тут красиво. Косачей, может, увидим. Доехал, не доехал, ребята. Мужики тоже поехали, стоят. Тут канава. Мост поломал. Вон, значит, что. Мост размыло. Ага. Вот оно что. Блин. Мост размыло. Я думаю, что мужики стоят на тропинке, кукуют. Бляха, смотри, что происходит-то. Хрень какая. И вот перекат. Мне надо туда. Пойду спущусь на реку, посмотрю, что там происходит. Не, ребята, бесполезняк. Места открыты. Не проползешь, блин. Видите, там такие выходы. Выдры выходят. Старая буранка есть, вон по реке. Но мне кажется, вот это все залито. Все встанешь. Вот дела. Пила-то есть. Это надо ехать отдельно. Мост делать. Мост, блин. Наводнение, видать, поломало. Тут не спустишься, сразу утонешь. Да, и лед, наверное, сантиметров 20.
Потонешь нахрен. Вот такие пирожки, ребят, с капустой. Надо мост делать на переправу. Канал тут не маленький. Тут если уйдешь, то все, не поднимешь технику нафиг. Пила-то есть, скажем, ну блин, время, сука, потеряешь. Только столько время потеряешь и не попадешь. Ну, да. Возвращаюсь, ребята. Еще приехали мужики. Будут делать дорогу, переезд. А я буду выезжать, буду думать дальше, что будем делать. Жалко туда не попасть. Ну да ладно. Как сидел красавец, так и сидит, блин. Сидит, греется на солнышке. Да, вот это здоровая птица, конечно. Такой спокойно и зайца подымет. Что-то как будто он раненый, что ли. Не улетает. Что-то перо у него там оторвано. Сидит бедолага. Как бы давно уже улетел. Не хочет улетать. Красавец. Прям думал, прокачусь. Жаречки поставлю. Ага. Опять какие-то приключения нарисовались. Ну, на реку залазить опасно, ребята. С оттуда хрен вылезет прям. Где не буря, но воды очень много. Сейчас мы посмотрим в другом месте. В общем, вода везде, ребята. Здесь место такое интересное. Здесь бываем окушка ловим. Вот по этой стороне. Кто-то тут пробовал, видать, заезжал. Вот так хочу вдоль попробовать жилички поставить. А что бы нет, да? Что бы нет, вот так полосу разбурим. Тут буранка какая-то старая есть. Нормально. Все, тогда что? Так и делаем, ребятки. Туда. Вот до поворота можно шагать. Попробуем. Все-таки охота здесь попробовать. Не уезжать же на другую речку. Разбрасывать тут. Погнали.
Ну все, ребятки, дела готовы. 10 штучек еще поставил. Ну, правда, не понравилось мне. Глубина хоть и хорошая, но ничего такого, ни каких-то перепадов, ничего такого не нашел. Надо было немножко тут поиграть. До острова я не дошел. И вот, наверное, надо было вот оттуда начинать. Там как поворот вот этот, трава вот эта, я помню. Ну да ладно, посмотрим. Хотя у меня еще и жерлиц, есть живец. Ну, как бы там 9, тут 10. 19 штучек. Опять же, эти вопросы все задают. Почему ставите больше жерлицы? У нас вообще это, ребят, не 5 жерлиц, как у многих. У нас 10 на брата. Но я еще раз говорю, это полный бред заниматься жерлицами. Вот именно на реках, когда вот ты так дикарем ищешь, ставить 5 жерлиц, и ну это как-то несерьезно. Да, если ты на каком-то точке там рыбачишь леща, рядышком 5 штучек поставил, другое дело. А здесь у нас и так с рыбалкой плохо. А что искать с 5 жерлицами, я не знаю. Ну, в принципе, я уже тот раз говорил, что как бы, да, поймают меня, поймают, другое дело. А тут у нас никого тут нету, ни рыбнадзоров, ничего. А мне скрывать тоже смысла я не вижу. Зачем? Я всегда говорю как есть и показываю как есть. Так что это полный бред. 5 жерлиц рыбачить, искать рыбу штучную, блин, ну это, я не знаю. Да, если мы нашли ее, да, и стоим еще рыбачим, вопросов нету. Я могу снять те жерлицы, которые не рабочие, и вообще их убрать. И рыбачить там настолько, насколько, ну, нужно, насколько ловится, так скажем. А когда ищешь, блин, тем более сегодня не попал куда хотел, на заветную точку. Там интересно, там коряжничек. Ну там когда-то мы попадали с Ларисой Юрьевной, еще с дочкой, помню, было. У нас загаров 20, наверное, было. Оставили там штук 6-7 жерлиц всего. Стреляли одна за одной. Вот такая щука, которую поймали. В общем, как-то так. Ну, как есть, ребят, не знаю, посмотрим. Сейчас, правда, хочу съездить туда. Буду выезжать, заскочу туда. Взгляну, может, что там есть, какой загар еще. А тут так, 50 на 50. Ну, посмотрим, что. Чуть не понял, загар, что ли, ребят, стоит возле кустов. Чуть непонятно. Чай пью, как будто загар. Или кажется так. Так что такие дела, ребята. Да, сейчас в комментариях будут опять писать, вот, почему всем положено, а ты нарушаешь. Но я еще раз говорю, ребят, я точку свою выразил. Как бы. Другое дело, если бы я мешками ловил и ставил там больше 10 жерлиц, так скажем, да, то другое дело. А тут вот рыбалка такая постоянно поисковая. Так что, блин, я не знаю. Ой, чаечек хоть попить. А то там замандрохался, там так спотел, там ползал, блин, по этому снегу. Это надо было видеть, как эту собаку я подымал оттуда. Ну, потихоньку вот так полз. Назад, вперед. Нормально. Вон уже 600-ка, ребят. На солнышке уже техника уже вон таять начинает. Дело к весне. Хотя у нас морозы, там 20 градусов стоят. Так что, ну, солнце, а температура-то такая еще прохладная. Вот. Ну, в целом, что, поедем домой. Потому что позвонили сейчас с почты, мне там посылочка пришла, надо забрать. Кровь из носа, вот у нас тут деревня, она раз в полгода работает. Надо, блин, забирать. Позвонили, сказали, нужно забрать. Как раз успею вернуться и съездить заберу. Так что вот такие дела, ребята. А завтра прокатимся, посмотрим. Ну, завтра же также возьмем шуруповерт, живеца. Может, куда-то что-то еще сунем. Где-то снимем, где-то поменяем. В общем, поиск, ребята, постоянный поиск. Ну, просто решила здесь река возле деревни, она вот так круг дает. Сюда езжу живца ловить, вот решил попробовать. Потому что на озеро вот ездили, там кислорода вообще нету.
столько там комментариев прилетело гадских, конечно. Я вообще поражаюсь над людьми. Но я показываю, ребята, рыбалку, да, вот, то бишь мой выезд, как он есть. Не всегда же показывать с какими-то там мощными уловами. Если ты, допустим, ничего не поймал на ролику, значит не быть, что ли, получается так. Такие комментаторы пишут, что вот раньше было так, а сейчас так. Ребят, времена меняются, да и не всегда получается, как ты хочешь. У вас, наверное, то же самое, я думаю, не каждая рыбалка там удачная. Так что стараемся, ездим, ищем, пробуем как минимум. А тут, как говорится, не все от нас зависит. Не с крутыми бурами, с крутыми жерлицами, с хорошей техникой. Тут не только мы в этом, как говорится, ребята. Ну все, разговорился, давайте будем и полетели. Круг дадим сейчас, там посмотрим. Я так уже не поеду, вон, видите, местные там катаются. Почему я не хотел там поставить, потому что там народу поменьше. И как бы здесь где-то рядом тоже не хочу поставить, потому что постоянно кто-то катается, ездит, соответственно. Такое себе. Ну, пускай проверят, вопросов нету. Жалко, если будут, заберут жерлицу, украдут. Как бы мне вот это в большей степени. Друзья, доброе утро. Ну что, я на месте. Сегодня погода уже другая. Странные скачки опять же. Вчера вот как будто ночью было минус до 20, что ли. Я уезжал, было 15 градусов мороза. Шикарное такое солнце весеннее. Вот, а сегодня уже опять пасмурно, ребят, небольшой снег. Что-то градусов 8 мороза. И вечером уже будет минус 2. В общем, вот такой скачок резкий. Добрался до первой точки, где вчера тут копался, блин. Залетел. Ну, видите, снег, и когда солнце, вот вроде овраг, да, а вот его не видно, а в него можно влететь мамородное. Вот очки нужны, потому что блики вот идут. Солнце, снег. Такой солярий получается. Ну, нормально, по бураночке, ребят, встала, ночью морозик был. Вот, прям хорошо. Опять же, взял саночки вчера, с дровами так и не получилось. Вот, ну а сегодня, может, где что пильну. Хотя тоже по лесу что-то не намечается ездить.
Сейчас проверю жерлицы, ребят, здесь. Что как, может, замерзли. Сегодня взял, кстати, ящик еще с собой. Еще порыбачил. Съезжу на яму. Возможно, живца доловить. Ну, короче, как-то так. Ну, в общем, и жерлицы продержим до вечера. Пойдем посмотрим, может, что есть у нас, загар какой-то. Мне нужен. Саночки возьмем. Лед, ребята, промерз. Вчерашний лед, вот, пожалуйста, промерзло. Так, здесь у меня по глубине нифига. В общем, есть загар, ребята. Вот вчерашняя жерлица стреляла, которая предпоследняя, там сантиметров с 15 подо льда. Вот стоит флажок. Интересно. Пойдем посмотрим, что. Полная вымотка, друзья. Вот это вчерашняя жерлица, предпоследняя. Вот там я уже не стал выставлять, потому что там уже песок. Очень мелко. Перекат. Да, вот мой живет вчерашний. Даже никто его не съел. Полная вымотка. Блин, боюсь, что промерзли. Ну, вроде снежком присыпал. Посмотрим. Полная вымотка. Нормально, ребят. Хорошо. Я боялся, что промерзнет. Но я шапку всегда делаю. Никогда не ложу вот на эту воду. И вам советую, кто занимается. Представляете, если бы вот все затопило, все, считай, пропали. Кого-то завела, ребят. В траву, походу. Да. Завела в траву. Понятно, перекат. Рвется что-то потихоньку вроде. Не, мощно встала. Блин. Где-то что-то нашла. Обидно. Какая-то ветка. Блин, главное, на это уже жарится поклевка. Да, вот какая-то ветка, ребята. Попробуем оторвать. Не, жестко. Жестко оторвется леска. Блин, а. Чувствую, щуку, ребят, бьется на ветке. Блин, лед-то толстый тоже здесь. Не прорубишь, не пробуришь. Или ветка, или что. Ну, как будто кто-то боданул. Вот а ветка. Будем рвать. Все, оторвал нахрен. Оторвал. Ай-яй-яй. Обидно, досадно. Ну как-то так. Лесные речки, они такие.
Не обрыбились, ребята. Загар был, рыба была. Ну, понятия никакого нету, какая рыба. Ну, что-то вроде дергалось. Ну, скорее всего, не крупная щука. Будем себя успокаивать. Здесь в таких местах. В основном вот эта травянка. Блин, я думал, повеселее что-нибудь будет за ночь. Нифига. Ну, поедем туда. Там я так не особо, конечно, надеюсь. Глубина там такая односторонняя. Хрен знает. Посмотрим. Туда вот не попали, жалко. Там, скорее всего, бы что-то было. Ну да ладно, поехали. Как-то так. По нулям, ребята. По нулям. Ну, даже вот возле переката думал, может. Нифига. Стоят мертво. Главное, что живет здесь, ребята, бойки. Живой, все, что мне нравится, вот здесь, на реке, что живет. Нифига. Блин, а. Где ж тебя искать-то, зараза? Где ж тебя искать? Ну чё, поедем, наверное, на удочку побалуемся. Живчика подловим и будем сниматься. Надо искать. Понту нету, не вижу вообще никакого. 2 сработки получается. Вчера и вот за ночь. Здесь даже ни одного загара. Так, наживка берем. Шаньку не берем. Шуруповерт. Берем.
Посидел по плотве. Так, что-то сегодня зарядился прям. Думаю, ладно, возле берега мелочь-то клюет, ее можно ловить. А думал, поищу. В общем, походил, побурил. По центричку глубина такая порядком, плюс течение. Ну, блин, сорога прям порадовала, вообще крупная. Ну и перемешку, конечно, среднячок попадается. В общем, живца, ребят, надубасил. Ну и так накидал там матерые такие прям на 0,08, прям приятно. Можно было сидеть, он расклевывается, мужики только подъезжают. Ну, надо жалиться, снимать, заканчивать этот бардак. Так что такие дела. Ох, живцом, ребят, затарен. Ну там понятно, что половину не живец, блин. Ну, селедочки, ребят, смотрите какие, а? О, какие. Блин, грамм 120-130. Полный кан. Воды там практически нету. Так, ладно. Беру сумку. И погнали собирать. Блин, дров опять не напилил. Вот здесь вот река протекает как более-менее по полю, так скажем. Это надо через лес заезжать. Ладно, как-нибудь в другой раз. Все, погнали собирать. Ну вот, пожалуйста, друзья. Жерлицы простояли вчерашний день, вечер. Ну, я тут к вечеру выставился, понятно. Ночь, утро, день. Ни одного загара. Живец хороший, весь живой. В общем, делать здесь нехрен. Делать здесь нехрен. Плотвичка вся живая, ребят. Вся хорошая плотва. Будем отпускать. Живца наловил, так что живец у меня есть. А тут все равно жабры не жабры. Посидела все-таки. Все равно в своей среде она может и отойдет, а вот дома у меня она плохо ей будет. Проверено уже. Так что такие дела. Живец он нормальный весь. В общем, ребят, и тут собрал, чудо не свершилось. За эту рыбалку ровно пострадало 2 живца, остальные отпущены. Ну и 1 поводок, 1 крючок, 1 грузило. 2 сработки, в общем, ребята. 1 мелкая и вот завела. Ну, мне кажется, там тоже что-то такое. Да, хорошо половил плотву, прям порадовало, хоть душа так немножко расслабилась, потому что, блин, ну вот очередной выезд, и опять, ребят, галики. Ищем. А где ее искать? Непонятно. Были на озере, там живец задыхается. Здесь все в порядке, но тут надо искать ее. Вот. Очень много воды, соответственно, блин, не походишь, не поездишь. Ну, наверное, ребят, что, впереди 8 марта, длинные выходные. Возможно, увидимся, ребят, с семьей. Поедем за налимом, поночуем, комбайны, жерлицы, живец есть. Червя я приобрел, соответственно, к выезду все готово. Ну, вот так как-то так, ребята. Пишите, что хотите, как хотите. Одно и то же. Ну, я, в общем, ребят, не сижу, я ищу. Вот такие дела. Ну, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет.
волконоги кормят, соответственно. Впереди самая такая весенняя пора, последний лед. В планах покататься не только у себя, а поездить, соответственно, что-нибудь найдем. А так, ребята, блин, расстроены капитально вообще. Хоть выставляй в Авито снегоход, мотор, лодку и просто прекращай этим заниматься, потому что, ну, это уже немножко прям подбешивает. Но я как бы все это понимаю, и, соответственно, для меня наоборот какой-то, знаете, азарт, ребята, что, блин, здесь нет, значит, там можно попробовать. Ну, в общем, я еще не убился этим, так скажем. Хотя надоедает, конечно, вот эти пустые рыбалки, потому что это, на ваш взгляд, по видео это все так просто, спокойно. Но здесь все равно, сами понимаете. Вчера я здесь ухандокался. Не знаю, тут весь сырущий, ну, вроде вылез. Туда ездил, там мост. Ну, в общем, тут все равно, ребят, грубо говоря, целый день на смарку, так скажем, что ли. В общем, халявы нету. Все, братцы, давайте увидимся. Всех женщин на канале с наступающим 8 марта. Ну, я погнал.